Сегодня в этом зале присутствует лучший из лучших, наш Золотой фонд. В Казанском Кремле весь свет татарстанской педагогики. Учителя в школах и преподаватели в институтах, директора и заведующие кафедрами, молодые педагоги и богатые династии тех, кто посвятил своей жизни преподаванию. Поздравляя их с предстоящим Днем Учителя, Рустам Минниханов отмечает, церемония проходит в дни исторических событий, когда наши соотечественники из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сделали выбор в пользу будущего сильной России. Именно от учителя во многом зависит, кто придет завтра работать на наши предприятия, в больницы, детские сады и школы. Кто будет защищать нашу Родину. Убежден, вы и впредь будете беречь славные традиции своей профессии. С праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения. Президент отмечает, только в прошлом году победителями и призерами всероссийских олимпиад стали 237 юных татарстанцев. Трое победили на международных олимпиадах. Все благодаря ярким и талантливым педагогам, которые увлекают детей и дают им хорошие знания. Пример тому династия Захаровых, общий педагогический стаж которых больше 700 лет. В семье 4 поколения учителей. 16 представителей династии преподают и сейчас. Надо родиться учителем. Это не профессия, а это жизнь человека. За преданность профессии президент награждает педагогов сертификатом на 100 тысяч рублей. А заведующий кафедрой Института развития образования Республики Расиме Шамсуддиновой звание народного учителя Татарстана. Я считаю, что каждая профессия – это дар Божий. Такого же мнения все 50 педагогов, сидящих в зале. Каждого можно назвать фанатом своего дела. Пример Альфия Исламова, ставшая лауреатом госпремии имени выдающегося педагога Мирзы Махмутова. Премия учреждена 5 лет назад для стимулирования научной деятельности педагогов. Критериями для отбора конкурсантов на эту государственную премию были, во-первых, научно-исследовательская деятельность, то есть показатели научно-исследовательской деятельности, показатели образовательной деятельности, методической. А вот Эльзира Мухменева, та, кого можно назвать первопроходцем современной методики обучения английскому. Она учитель в полилингвальном комплексе Адамнар, по окончании которого дети должны знать английский почти как родной. Поэтому Эльзира погружает детей в языковую среду так, чтобы им было интересно учиться. Разные современные технологии. В начальной школе мы стараемся применять игровые какие-то формы, а уже начиная со среднего звена начинаем читать книги неадаптированные. К нам приходят также носители. Настало время, когда уже надо ставить памятник учителю. По мнению главы Минобра, учителя продолжают оставаться в авангарде общества, и это правильно. Все, кто работает в системе образования, они продвигают наше общество через воспитание и обучение нашей молодежи. Это наше будущее. Сегодня в республике трудятся больше 77 тысяч педагогов. Лучшим из них сегодня вручили государственные награды Татарстана. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.